Прошло всего 3 дня, как мир отметил День защиты детей, и вновь дата. Но теперь уже День невинных детей, жертв агрессии. Это не укладывается в голове. Иначе как абсурдом это и не назовешь. Но это факт, который мы вынуждены признать. Бомбовый удар Израиля 4 июня 1982 года прервал жизни тысяч палестинцев и ливанцев. Большая часть из них были дети. И 19 августа того же 1982 года Генеральная ассамблея на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине, будучи потрясенной огромным числом погибших палестинских и ливанских детей, вынесла постановление отмечать 4 июня как Международный день невинных детей, жертв агрессии. Но дату эту редко можно увидеть в календарях, и еще реже упоминается причина ее возникновения. Кто, как не мы, жители Чеченской Республики, которые на себе испытали разрушительную силу войны, поймет тех, кто перенес эту трагедию. В Чеченской Республике в результате 2 прошедших жесточайших военных кампаний у нас пострадало очень много гражданского населения, мирных людей. Это десятки тысяч людей, которые стали инвалидами. Более 100 тысяч людей, которые погибли. У нас пропали без вести, у нас только здесь, в нашем офисе уполномоченного по правам человека, зарегистрировано более 5000 человек. Но конкретно вот подсчитано людей, ориентир по полному объему нет, такого нет. Сейчас, в настоящее время, вот организация Ламан Аз проводила исследования свои и подсчет людей, пострадавших в результате минных инцидентов. Однако люди, дети, в том числе пострадавшие при обстрелах населенных пунктов города Грозного и так далее, их-то никто не посчитал. По стандартам Организации Объединенных Наций на том или ином, в той или иной стране, регионе, где происходит в течение 6 месяцев хотя бы один минный инцидент, считается миноопасной территорией. Согласно базе данных ИНСМА, Международная система управления минной деятельностью, которую мы проводили, собрано более 3000 данных о жертвах минных инцидентов. Как я уже сказал, там более 700 – это дети, не достигшие 18 лет на момент инцидента. Что касается вообще жертв военных действий, то здесь сотни тысяч людей, которые пострадали в результате военных действий. Естественно, огромное количество детей, которые были вовлечены в этот процесс. И есть определенный термин в системе Организации Объединенных Наций «дети вооруженного конфликта». И в том числе на данной территории Чеченской Республики в ходе 2 военных кампаний, которые проходили, огромное количество детей пострадало, и, безусловно, они являются жертвами агрессии. Быть может, для тех, кто затевает войну в той или иной части планеты, это всего лишь игра. Дети, не наигравшиеся в войнушки в отрочестве, решают восполнить этот пробел детства во взрослой жизни. А может, жестокость и насилие и есть для них норма жизни. Как бы то ни было, война – это расчет для политиков и слезы для женщин. Но самого глубокого сочувствия вызывают все-таки дети. Их несозревший ум не может понять смысл того, что творят взрослые, что они не могут поделить и зачем убивают друг друга. В нашей республике трудно найти семью, которую бы война не обдала холодным дыханием смерти. И если количество взрослых, которые погибли в ходе этого конфликта, пусть и приблизительное, называется, потому что семья должна получать по потере кормильца, то озвучить число детей, чьи жизни унесла война, никто не берется. Детей это где-то 30% из этих всех пострадавших, 30%. У нас есть конкретные цифры, которыми мы обладаем, но повторяю, что эти цифры должны быть уточняться. Сегодня Международный комитет Красного Креста, они обратились к уполномоченному с просьбой о содействии в предоставлении помощи сотрудниками аппарата уполномоченного в проведении мониторинга, общий республиканский мониторинг. Они профинансировали это через Российский комитет Красного Креста, и они занялись сбором этой информации. Мы поддерживаем эту работу, и уполномоченный предоставил наших сотрудников, они по всем районам республики работают. Я надеюсь, вот в результате мониторинга этого мы получим
конкретное количество именно людей, ставшими инвалидами вследствие военных кампаний, которые прошли в Чеченской Республике. Эта работа продолжается. Мы принимаем в день порядка 20 человек именно чисто по этим вопросам. Они все у нас фиксируются. На сегодняшний день положительных решений вынесено более сотни. Это взыскание именно вот этих компенсаций, которыми в какой-то мере удовлетворяются люди, хотя моральный ущерб не может возместить те утраты, которые понес наш народ. Поэтому мы в настоящее время четко вступили на защиту ихнего финансового положения, то есть взыскание морального ущерба, и мы эту работу проводим и будем проводить. А вот по итогам этой работы у нас будут цифры и погибших, и раненых. Последствия войны в виде неразорвавшихся мин до сих пор то здесь, то там эхом отзываются, унося чьи-то жизни и оставляя калеками других. Большинство инвалидов первой группы от 19 до 35 лет, проживающих в нашей республике, жертвы той самой бездумной агрессии, которая была проявлена в 90-е годы в отношении чеченского народа. Сегодня в этих ребятах трудно узнать тех детей, которые получили увечья во время войны. Ведь с тех пор прошло более 10 лет. Географический охват минных инцидентов широк и разнообразен. Никто из них не хочет бередить старую рану и с неохотой делится воспоминаниями. Но каждый хорошо помнит, когда и как произошло с ним несчастье. Футбольная команда «Ламан Аз» была образована не случайно, как, впрочем, и название команды, которое в буквальном переводе означает «голос гор». Назвали так в надежде, что их голос будет услышан. Адлан Динаев, Абдельнасер Арсмирзаев и несколько их единомышленников – это те самые энтузиасты, которые вдохнули жизнь в новую команду и помогли ребятам посмотреть на мир другими глазами. Мы осуществляли проект по противоминной безопасности совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ и Управлением Верховного комиссара по делам беженцев. И начиная с 2000 года, осуществляя этот проект, мы весной 2002 года побывали на одной из игр подобной команды в Северной Осетии, Алании. И посмотрев на игру тамошней команды,
поняв, что на самом деле это является очень таким серьезным стимулом ребятам по преодолению вот такой травмы, психологического барьера, решили создать у себя в республике подобную команду. К сожалению, как я много раз в своих интервью замечал, во всяком случае, на тот период подобных детей, жертв минных инцидентов и вообще жертв военных действий на территории Чеченской республики было достаточно, более чем. Из общего числа, которым мы собирали информацию по пострадавшим в результате минно-взрывных травм, более 700 это были дети, и из них процентов 80 это были юноши. И, соответственно, мы, исходя из этих данных, базы данных ИМСМа, международной системы управления минной деятельности, определили для себя создание вот такой футбольной команды апутантов «Ламанас» для психологической и физической реабилитации жертв минных инцидентов. Это было в 2002 году. А собирали ребят, что говорится, по всей республике. Порой в необходимости этого важного шага приходилось убеждать не только самих ребят, но и их родителей. Как показало время, труд этот оказался не напрасным. Тогда мы поставили для себя основную задачу хотя бы на первом этапе собрать 5-6 человек, включая их родителей, привести на несколько тренировок, чтобы они для себя определились, нужно это или нет. И вот здесь действительно очень было сложно. Мы с использованием своих психологов других международных организаций проводили небольшие тесты, тренинги для того, чтобы повысить квалификацию наших сотрудников. И вот впервые тогда у нас был координатор этого проекта Ибрагимов Рамзан, наш бывший сотрудник. И вот собирали информацию непосредственно, в частности, я выезжал, общался с родителями, чтобы привлечь этих ребят. И действительно был очень сложный фактор вовлечь непосредственно, чтобы показать им, чтобы у них появился стимул. Нужно ли говорить, как тяжело приходится в жизни даже здоровому человеку после таких потрясений, как война? Всматриваясь в молодые лица, слушая их не по годам мудрые речи, удивляешься силе духа и жизнестойкости этих ребят. Теперь они особенные. Они те, кто прошел экзамен жизни на прочность и обрел неведомое многим из нас шестое чувство. 2005 год Адланер соолчиге Адлани болна осте. So how genier asset ya command low go шайда. So она чего-то интересно шварцсон. Юбахка бахка нишна да воле дарса юқи. Воле ачаудох сандик чаудох юқрадек. На гости бойзан шварт. Хил воле хитсом даж. Ицахел алисон сай хужез то хуня қирбарцага и сай хил чулта асаня. So резо дал хастам бяштикня болса. Нам одновременно было и очень тяжело, и с другой стороны легко. Тяжело, во-первых, потому что мы были первыми, и всегда первыми доказывать то, что это возможно, это реально, и это необходимо, очень сложно. Но с другой стороны, у нас, если мы используем термин рыночных отношений, то у нас в этом смысле не было конкурентов. То есть мы были единственными, и мы доказали на самом деле то, что люди с ограниченными физическими возможностями порой бывает на порядок выше, на голову выше людей с неограниченными возможностями физическими, но моральными, духовными, нравственными возможностями намного ниже этих ребят. И своей силой воли, своей целеустремленностью и своим примером мужества они доказали не только в нашей республике, но и в России, и за пределами, потому что ребята являются членами сборной России, что на самом деле человеческие возможности безграничны. Слова ребят, полные чувства собственного достоинства и в то же время пронизанные смирением, вызывают у каждого из нас уважение и гордость за них. Бесспорно, это влияние института семьи, который существует в чеченском обществе с незапамятных времен. Когда родственники, дальние и близкие, дают понять сородичу, который оказался в беде, что он не один, и оказывают моральную поддержку, а если нужно, и материальную помощь. Однако общение с людьми, которых они могут назвать друзьями по несчастью, которые, как никто, хорошо понимают их, накладывает на их жизнь особый отпечаток.
Сайна совещан был бяхтана сайнс енош денас. Алхамдулилlah, дал хастам бухе. Дети буквально там 10, 11 лет, 9 лет, они стеснялись показать свою ущербность, скажем так. Это вот в первую очередь отмечали психологи. Но когда они поняли, и прежде чем мы начали проводить свои тренировки, мы, как бы используя этот опыт психологов и опыт той команды, о которой я уже говорил, в Северной Осетии, повезли ребят на несколько тренировок, чтобы они посмотрели, как занимаются ребята в Осетии. И тем самым дали им возможность почувствовать себя полноправными членами вот этого общества, что на самом деле отсутствие одной из конечностей не лишает человека быть гражданином, также достойно отстаивать свои какие-то вот интересы, права. На тот период мы проводили в первую очередь программы на территории города Грозного. И, к сожалению, мы не могли охватить всех желающих. И набрав первое количество людей, необходимое количество детей, мы создали сперва одну команду на территории города Грозного и впоследствии создали одну еще команду на территории Ачхомартанского района, это в селе Ачхомартан. А вот факт непризнания этих ребят детьми войны, несправедливость, которую в Комитете по правам человека в Чеченской Республике пытаются исправить. Предложение признать тех, кто стал инвалидами в ходе 2 чеченских кампаний, жертвами войны, и назначить им единовременное пособие по европейскому стандарту, получают решительный отказ Центра. По этому вопросу неоднократно обращались, в том числе уполномоченные по правам человека, в первым лицам руководства Российской Федерации. Но мы не нашли взаимопонимания с их стороны. Мы просили внести изменения в нормативные документы, которые регламентируют, что инвалидом вследствие военной травмы может стать только военнослужащий, исполнявший свои служебные обязанности. То есть получается, что военнослужащий, получивший ранение, ставший инвалидом, он получает пенсию как в результате военной травмы, а она, кстати говоря, в 3 раза более пенсии, которые получают люди по общему заболеванию. А гражданин, который получил ту же военную травму, минно-взрывную, пулевое ранение получил и стал инвалидом, ему не положено. Вот, чтобы ликвидировать данную несправедливость, обращались неоднократно, но это не было поддержано в федеральном центре. И, естественно, вопросов к медико-социальной экспертизе, именно к бюро, у нас не возникает, потому что они работают на основании существующих норм и законов. Ни руководители команды «Ламан-Аз», ни сами игроки, опекаемые со дня своего основания детским фондом Организации Объединенных Наций, поначалу не ставили перед собой цели достичь каких-то материальных благ. Однако после того, как некоторые из ребят обзавелись своими семьями, а детский фонд Организации Объединенных Наций и другие организации свернули свою деятельность на Северном Кавказе, этот вопрос стал беспокоить их все чаще. Спасательный круг для нас оказался, как всегда, скажем так, глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадыров, и в его лице региональный общественный фонд имени Героя России, первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, который протянул нам руку помощи, полностью финансирование, причем заработной платы всем игрокам, в соответствии с их квалификацией, скажем так, для сборников более высокая со стипендией, основной состав и дублирующий состав. И все необходимые затраты для жизнедеятельности футбольного клуба ампутантов «Ламан-Аз», и оплата сотрудников, и транспорт, и так далее, взял на себя региональный общественный фонд. И за что мы, безусловно, им благодарны. Вот в системе премьер-лиги футбола ампутантов, который выступает сегодня 8 команд в Российской Федерации, до определенного этапа у нас было самое худшее финансирование, самое худшее состояние в этом плане. Сейчас мы на порядок выше всех других команд, у нас стабильное финансирование. Надо сказать, что команда «Ламан-Аз» постоянно находится в поле зрения главы Чеченской Республики. Рамзан Кадыров, которого всегда отличало великодушие и трепетное отношение к детям, и особенно к детям войны, в очередной раз проявил внимание и заботу к ребятам, опаленным войной. Его распоряжение о создании отдельного бюджета для команды «Ламан-Аз» стало для игроков-ампутантов настоящим событием. Я хочу вас поблагодарить всех за то, что вы есть, за то, что вы
вы сидите дома и не являетесь обузой, в первую очередь для семьи, а потом для региона, района, города, вы показываете, что если есть патриотизм и дух, то все можно, невозможно, ничего нету. Дай Аллах вам силы, бодрости, успеха, чтобы вы всегда радовали нас и радовались семьи свои, чтобы вы всегда были такими радостными, как сегодня, как я видел вас сегодня. Удачи вам, спасибо вам большое. Будут выделены бюджетные средства, и мы сможем развивать не только футбол ампутантов, да, но и другие виды спорта дальше больше, то есть непосредственно уже централизованное внимание со стороны правительства Чеченской Республики, со стороны главы, создан бюджетное образовательное учреждение. Распоряжение подписано, и мы сейчас будем в ближайший месяц создавать, готовить бумаги о государственной регистрации, устав и так далее. Это вот с чем я всех поздравляю нас. Дети – это самая уязвимая часть общества, потому что они верят каждому слову взрослых и ждут от них помощи и защиты. Но история показывает, что в каждом столетии, несмотря на технический прогресс и создание различных конвенций, мир вновь и вновь сотрясают войны и гибнут дети. В юридической терминологии слово «жертвы» подразумевает потерпевших от преступлений. Однозначно наши дети, которые стали инвалидами, получили ранения, они являются жертвами. И вот именно по всем нормам, законам, российским и международным, в том числе нормам международного права, именно на стороне этих жертв, именно на стороне потерпевших наших детей. У нас есть обращение по гибели детей в период военных кампаний. У нас есть ряд исковых заявлений, уже которые находятся на стадии разбирательства в судах. Есть некоторые жалобы, которые направлены в Европейский суд по правам человека по гибели детей во вторую, в особенности во вторую военную кампанию и в первую военную кампанию. В настоящее время уполномоченным готовится книга о праве, которая вот название ее, само содержание этой книги, это право жертв двух военных кампаний на возмещение причитающегося полного возмещения материального и морального ущерба. Именно касается это раненых, похищенных, погибших граждан. И это очень важная будет книга, она будет подкреплена фотоматериалом, поэтому мы в настоящее время активно работаем и будем продолжать эту работу. 4 июня – это попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, которые подвергаются физическому насилию. Еще одно напоминание об обязательстве, которое закреплено в Декларации Организации Объединенных Наций о правах ребенка и обещает всем детям без исключения право на особую защиту. Реальность же такова, что нам приходится сожалеть о том, что защита эта пока лишь на бумаге. Но, как принято говорить, надежда умирает последней. И мы верим, что человечество доживет таки до того дня, когда люди планеты будут воспринимать детей как высшую ценность и тем самым спасут мир и его будущее.